Правоохранители Тувы сообщили о выявленных коррупционных преступлениях в регионе за текущий год. Прокурор Сергей Дябкин сообщил, что в республике всего прокуратурой было выявлено 700 нарушений коррупционного закона. Прокуроры внесли более 160 представлений, привлекли к дисциплинарной ответственности порядка 400 должностных лиц, в том числе 2 лица уволены в связи с утратой доверия. Уволены председатель администрации города Агдовурак и заместитель председателя администрации Авюрского района. В суды направлено 15 исковых заявлений на общую сумму более 284 миллионов рублей. Из них удовлетворено судами 7 исков на сумму 265 миллионов рублей. На сегодняшний момент из этих 15 дел рассмотрено уже 10. Все рассмотрены с вынесением наказания в виде административного штрафа. И в бюджет республики, то есть уже фактически взыскано, поступило более 150 миллионов рублей, назначенных в виде штрафа по данным правонарушением. Общий ущерб от всей коррупционной преступности составил почти 39 миллионов рублей. Добровольно возмещено 4,5 миллиона рублей. На имущество подозреваемых и обвиняемых наложен арест на сумму 55 миллионов рублей. То есть арест в этом году удалось наложить на сумму, превышающую нанесенный ущерб по уголовным делам. Суды республики осудили 36 лиц, из них 12 лиц привлечены к реальному сроку. За подкуп в крупном размере предусмотрена ответственность в виде 7 лет лишения свободы, в особо крупном 8 лет тюрьмы. Громкие дела, прогремевшие в республике за последнее время, также не остались без внимания журналистов. В прошлом месяце мною направлено в суд уголовное дело, оно было выявлено органами МВД во взаимодействии с ФСБ республики, расследовалось Следственным комитетом длительное время, но была полностью задокументирована организованная преступная группа, в состав которой входили бывший зампред председателя правительства, министр экономики, замминистра финансов и директор КГУ «Центр туризма». По данному уголовному делу уже осужден заключивший со мной досудебное соглашение и сообщивший, в том числе написавший и обратившийся с явкой с повинной, депутат бывший Верховного Хурала. Он осужден к 3 годам реального лишения свободы. Прокурор региона отметил, что если бы бывший депутат регионального парламента не заключил досудебное соглашение и не явился с повинной о своей причастности в деле о хищении 22 миллионов рублей, срок был бы больше в 2 раза. Также журналисты задали вопросы о коррупции при реализации национальных проектов. Нам удалось с тех подрядчиков и субподрядчиков, которые получили деньги, но работу не выполнили, на сегодняшний день 7 миллионов рублей находится на депозитных счетах Следственного управления. До решения суда эти деньги вернутся в бюджет. Министр внутренних дел Сергей Кондрашов отметил, что антикоррупционные проверки в отношении самих сотрудников полиции также выявляют факты взяточничества. Напомним, что при вымогательстве или других фактах, известных вам о коррупции в любой сфере, вы можете обратиться анонимно в правоохранительные органы по горячим линиям, указанным на сайтах ведомств. Надзорные органы Тувы в следующем году продолжат работу с пристальной проверкой деклараций чиновников и руководителей разных уровней. Айдана Хаулы, Чайхан Дунгак, Белекоржак, Тува 24.